Сегодня речь пойдет о якутском ноже. Якутский нож очень прост с виду. Деревянная ручка, изготовленная из корня березового капа, и стальной клинок. Несмотря на внешнюю простоту, он хранит многовековые традиции, историю целого народа. Мы с вами находимся на речке Ботома. Это правый приток Лены, находится в центральной Якутии. Здесь наши предки добывали железную руду для изготовления орудий труда и охоты. Мы сегодня увидим процесс изготовления ножа от руды до клинка. В сознании народа Саха с давних времен было заложено понятие уважать, хранить и передавать из поколения в поколение культуру своего народа. Именно благодаря этим национальным чертам до наших дней сохранились самобытные традиции работы с железом. Якутия известна миру своими мастерами по железу, которые издавна считались непревзойденными в Сибири. Достаточно взглянуть на материалы экспедиций в Сибирь XVII-XVIII веков, чтобы понять, каково было удивление воевод и руководителей походов, познакомившихся в то время с якутскими аборигенами. Особое внимание было уделено якутской металлообработке, которая была настолько качественна, что впечатлила уже немало навидавшихся лидеров. Якутские кузнецы в старину почитались так же, как и шаманы. Их боялись и уважали. Само собой, сейчас кузнецов не боятся, а вот уважение к ним сохранилось до сих пор. По своей философии якутский нож предназначен исключительно для работы и творения. Мастер, делая нож, создает помощников в быту, а не оружие. Есть один очень интересный вопрос. Это как разные народы вот в период разобщенности племен, народов научились добывать железо. Скорее всего, это была случайность, когда во время разжигания костра руда выплавлялась и получался металл. Вот. И я думаю, что якутские племена не исключение. И таким же способом, наверное, получили металл. Но это одна из версий. Мы сейчас стараемся искать руду, которая содержит металл. Но, похоже, здесь пока его нету, не видно. Идем дальше. Красавец валун. Вот срезано просто идеально, как будто какой-то пилой. Да, здесь, видимо, есть какой-то процент содержания железа, потому что
ржавчина присутствует. Железные руды представляют собой минеральные образования, которые содержат железо в разных количествах. Их разделяют на богатые, более 50% железа, рядовые, от 25 до 50%, и бедные, менее 25% железа. Якутские кузнецы в старину искали руду по руслам рек, в местах естественных обнажений железорудных пластов или их неглубокого залегания. Заготовка руды производилась преимущественно в осенний период, в момент максимального оттаивания земли. Это руда железа с пиролюзитом, с марганцем О2. Как говорят люди, занимающиеся плавкой, по идее, марганец улучшает качество железа. Поэтому издревле якутские ножи известны своей добротностью. Если руда включает в себя серу и фосфор, качество железа ухудшается. На юге Якутии много таких материалов. В старину наши предки не знали технологию отделения серы от железа, и им приходилось трудно. А в здешних местах эти руды имеют оптимальное соотношение минералов и не включают в себя негативно влияющие элементы. После нахождения руды наступает самый таинственный момент рождения клинка. И в этом нам поможет мастер-кузнец Александр Данилов. Александр приходится внуком известному якутскому кузнецу Мачах Ус. 8 лет назад он совместно с единомышленниками серьезно взялся за изучение старинной культуры национальной металлообработки. Как он утверждает, в советское время, когда якутский нож был причислен к холодному оружию и его изготовление каралось законом, передача знаний о ковке железа из поколения в поколение прервалось. Но все же, организуя различные экспедиции, общаясь со знатоками якутской старины, Александр и его команда собрали достаточно информации, чтобы восстановить традиционную технологию производства железа. Якутский нож, на первый взгляд, внешне кажется простеньким. На самом деле, его геометрия очень сложная. В других регионах делают нож с симметричной формой, а у якутов асимметричные ножи. Клинок точится с левой стороны, а для левшей – с правой. С этой стороны на клинке имеется дол. Он играет роль ребра жесткости. К тому же, в старину, когда было мало материала, за счет больших желобов экономили железо. Например, вот из такого же количества материала якутские кузнецы могли сделать 2 ножа данного размера. Эти руды здешние, с Покровска, а вот эти руды с берегов горной речки Ботома. Здешние камни имеют более разнородный состав. Способ, которым расплавляли железную руду, назывался сыродутным методом прямого восстановления железа. Для наддува использовался непрогретый атмосферный воздух. Перед плавкой железную руду пережигали, дробили и сортировали.
Якутская сыродутная печь представляла собой глинобитный усеченный конус. В нижней части ее тулова делалось отверстие для выемки крицы. Перед плавкой это отверстие плотно заделывалось. Для слива шлака дно печи устраивалось в виде чаши с отверстием. Чуть выше вставлялось сопло из огнеупорной глины, предназначенное для наддува. Топливом для печей повсеместно служил древесный уголь. Воздух нагнетался в печь при помощи мехов, по конструкции схожих с кузнечными. В ходе плавки в разогретую и наполненную древесным углем печь засыпалась порция дробленой железной руды, и при помощи мехов производился наддув. По мере прогорания угля печь постоянно наполнялась новыми порциями угля и руды. Опытный мастер следил за их соотношением, а также за интенсивностью наддува. В зависимости от химического состава руды мастер мог добавлять в шихту разные флюсы, то есть минеральные добавки. Таким образом, цикл повторялся до тех пор, пока расплавленная шихта не наполняла чашу, устроенную в донной части печи. При достижении определенного уровня плавка приостанавливалась. Через заранее заготовленное отверстие сливался освобожденный от восстановившегося железа жидкий шлак, и это действо повторялось до тех пор, пока количество восстановленного железа не достигало запланированного. Ударами колотушки отделяют железо от шлака, а с помощью магнита современные кузнецы собирают кусочки, расколотые вместе со шлаком. Охотники, которые ходят в тайгу, обычно заказывают нам ножи небольшого размера, чтобы он не ущемлял движение и был удобен при разделке туши. 12-13-сантиметровые ножи самые оптимальные. Некоторые ходят с двумя ножами, с большим и маленьким. Это в большей степени практикуют северные охотники. Поверхность клинка ближе к острию имеет небольшой склон. Он почти незаметен. Это делается для того, чтобы при разделывании туши либо снимании шкуры нож не зарывался в мясо или не повредил органы. Якутский нож представляет собой продукт, отшлифованный тысячелетним использованием в таежных и северных условиях, как коренным населением Якутии, так и пришлым. В классическом варианте нож представляет собой клинок длиной от 110 до 170 мм, насаженный на деревянную ручку, сделанную из березового капа с кожаными ножнами. Ну а на сей день существует множество региональных вариаций якутского ножа.
Сейчас можно определить 27 видов якутского ножа. Это средний нож охотника. Есть 3 вида. Закалка у него средняя, не твердая и не мягкая. Для мяса и дерева. Это оптимальный вариант. Применяется и дома, и в тайге. Этот нож называется йет. Им вырезали деревянную посуду. Бывают и больше диаметра. Это нож для строганина. Кончик лезвия немного загнут вверх, выгнут, чтобы рука не срывалась и не поранилась. Вот современный нож. Короткий, выбитый на наждачном круге дол. Прямой обух, плавное лезвие. Это бадае. Можно держать обеими руками. Заменяет маленький топорик, работает как пешня. Необходимая вещь в лесу. На поясе не носят. Обычно приторачивают к седлу коня. Средней закалки. Обухом можно разбивать лед, колоть трубчатые кости, глушить большую рыбу. Часто можно увидеть у алданских, алекминских и аймеконских охотников. Перед вами тематика лося. Все изделия сделаны из рогов. Если посмотреть, тут изображены 2 лося, которые осенью, в период гона, меряются силами. Внутри рукоятки видно, как выигравший идет дальше. Тут лось уже во всей красе. У него светлое будущее. Смысл заключается в том, что в жизни человека тоже много борьбы. Это означает, что победа приходит прямо в руки человека, который держит этот нож. Якутский нож имеет универсальную форму и широко используется в повседневной бытовой жизни жителей Якутии, будь то охота, рыбалка, готовка еды, работы по дереву и так далее. Их можно разделить на тундровые и таежные. Нож северных районов несколько отличается от ножа юга по форме клинка. Объясняется это применением инструмента на практике. В Северной Якутии он чаще всего используется для сверления отверстий в дереве и коже, для колки льда, для работы с мерзлым деревом. Клинок у такого ножа более узкий и остроконечный. На юге же и в центре республики клинок имеет широкое лезвие и плавный радиус по всей длине. Используются таежные ножи в основном для разделки дичи и работы с нетвердой древесиной. Есть 2 главные детали, имеющие важное значение. Это грань, делающая сечение клинка не треугольной, а четырехугольной, усиливая пробивное действие. Это очень помогает во время сверления отверстия, скажем, в кости или дереве, или когда нужно пробить толстую кожу. Во-вторых, односторонняя заточка и едва заметная выпуклая левая сторона клинка. Выпуклость облегчает строгание дерева. Траектория движения ножа позволяет без особых усилий добиться нужной глубины строгания. Кроме этого, выпуклость делается для того, чтобы при работе нож не зарывался в материал. Именно в этой связи для правшей и левшей ножи отличаются. Для левшей делаются ножи зеркально перевернутой асимметрией клинка. С одной стороны лезвие ножа плоское, имеет дол. Есть различные версии по поводу дола на клинке, начиная от того, что он нужен для кровостока,
что он нужен для придания жесткости клинку, что наличие желоба – результат особенностей ковки асимметричного клинка, или дол нужен для уменьшения веса клинка, чтобы нож не тонул и прочее. Несомненным остается одно – якутский нож должен иметь дол с правой стороны клинка. Это выкованная заготовка якутского ножа. С этой стороны имеется грань. С другого бока выковывается или вырезается дол. На этом клинке дол будет узким. Есть множество вариантов выделывания желоба. А вот это клинок из такой же заготовки, который уже подвергся обработке. Этот материал нержавейка. Маркировки 40Х10С2М. Его не берет ржавчина. И в зависимости от качества закалки, этот материал будет крепким. Он хорошо подходит для якутского ножа. При закалке клинка важно принимать во внимание марку материала, из которого делается изделие. Одно железо закаливается в масле, другое в воде, а некоторые без обработки на воздухе. Для хорошей закалки нужно разбираться в материаловедении. Например, в данное время мы занимаемся с нержавейками. Они непросты в изготовлении. Сначала нужно подготовить железо. Для выхода качественного конечного материала необходимо внимательно пройти все ступени термообработки. Много в Якутии мастеров, сохраняющих славу якутского ножа, этого замечательного культурного наследия. Есть центры, где традиции передаются ученикам. В последние годы заметен рост мастеров якутского ножа в количественном и в качественном смысле. Заточку ножа сначала нужно производить на бруске. Для тщательной заточки после бруска мы отшлифовываем еще и мелкой шкуркой. Затем можно отполировать на шкуре зверя. Но так затачивают в основном мастера по дереву. А охотники говорят, в работе по туше сильная заточка ни к чему. Такой нож может, наоборот, разрывать кожу не по желанию. Пока есть люди, которые по-настоящему интересуются культурой и философией предков кузнецов, традиции добычи железа и ковки ножа не будут забыты. На этом, уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч.